Здравствуйте, меня зовут Бекова Эжен Женисовна. Я являюсь преподавателем по физической культуре в Талгарском колледже агробизнеса и менеджмента. Сегодняшняя тема занятий – баскетбол, правила игры. Давайте разберемся, что такое изначально баскетбол. Баскетбол – это командная игра. Баскетбол играют по всему миру, и она считается одной из популярных игр у нашей молодежи. Давайте разберемся, в чем же цель игры. Цель игры – забить сопернику в кольцо и таким образом не дать соперникам забить свое кольцо. В каждой команде играет по 5 человек. 7 человек скамейка запасных, то есть общее количество людей в одной команде составляет 12 человек. Общее количество замен в игре неограниченное количество раз. Дальше, по сколько времени они играют? По 10 минут 4 тайма, в общем 40 минут. Между таймами перерыв 2 минуты, но между вторым и третьим таймом перерыв 15 минут. Дальше давайте пройдемся по основным нарушениям игр. То есть, что такое у нас аут? Аут, если мяч ушел за линию, команда соперников забирает мяч и разыгрывает мяч с боковых линий, то есть с боковых либо с лицевой линии. Дальше, следующее нарушение – это у нас пробежка. Что такое пробежка? Если студент взял мяч в руки и побежал вместе с мячом, это уже считается грубое нарушение и называется она пробежкой. Поэтому, чтобы вы не делали пробежек, нужно сразу же стучать мячом о пол. Следующее нарушение – нарушение правил 3 секунд. Что это такое? Если ваша команда идет в нападение, забивать мяч в кольцо соперника, и если ты стоишь в зоне соперников более 3 секунд, то это уже считается нарушением, и мяч переходит в команду соперника. Следующая игра – правило 8 секунд. То есть, если ты из-за лицевой линии выводишь мяч до зонной линии центровой, тебе дается ровно 8 секунд. Если ты не выводишь за 8 секунд из-за зонной линии, мяч переходит к соперникам. Следующее замечание, следующее нарушение – это игра в 24 секунды. То есть вам забили мяч, ты разыгрываешь мяч из лицевой линии, и вам дается время полностью на одну атаку 24 секунды. Если за 24 секунды вы не произвели бросок в кольцо, то мяч отдается в команду соперника. Дальше. Правило 5 секунд. Что это такое? Если ты оказался на площадке с мячом в руке, и ты в эти 5 секунд не отдал пас, не забросил мяч, а просто стоишь и теряешь время, то это тоже считается нарушением. Ты имеешь мяч держать не более 5 секунд. Если просрочилось время, опять-таки мяч переходит в команду соперника. Следующее нарушение у нас пронос мяча. То есть есть определенные правила, как мы должны держать в руках мяч. Если при ведении ты набираешь скорость, бежишь, и у тебя ведение превышает уровень груди, твое ведение, то есть удары по мячу, то это уже считается проносом мяча. Дальше давайте продолжим, как у нас засчитываются наши очки, да, как засчитываются голы. Каждый бросок считается за 2 очка. Если при нарушении, при фолах вы забиваете со штрафной линии, то засчитывается всего 1 очко. Если вы бросили мяч из-за 7-метровой линии, то вам присваивается 3 очка. Далее, следующее нарушение, точнее, следующее правило. Если вы
отыграли игру 40 минут, и у вас равное количество очков, то вы играете дополнительные 5 минут, они называются овертайм, и будете играть до того времени, пока одна из команд не выиграет.